Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Государственный академический русский драматический театр имени Пушкина – это старейший театр не только в Якутии, но и на Дальнем Востоке. В сентябре стартовал 129-й театральный сезон. Неудивительно, что в год театра именно на сцене русского театра Якутия встречала всероссийский театральный марафон, а затем театр передал эстафету Чите. Буквально позавчера театр вернулся с двухнедельных гастролей, которые проходили в Магадане. Об этом и не только. Мы поговорим с гостем нашей студии. Это директор, художественный руководитель Государственного русского академического драматического театра имени Пушкина Александр Лобанов. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. С возвращением домой. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как вы съездили в Магадан, какие спектакли были представлены магаданскому зрителю и как этот зритель их воспринял. Ну, во-первых, съездили мы великолепно, по-другому просто даже никаких эпитетов и подбирать не стоит, не нужно ни к чему это. Очень под большим впечатлением от магаданского зрителя, в первую очередь. Потому что те спектакли, которые были представлены от нас в Магаданском музыкальном драматическом театре, ну, во-первых, это уже аплодированные, уже проверенные спектакли, и нам, конечно же, было интересно, то есть как магаданский зритель все-таки воспримет. Да? В итоге все наши спектакли, это 6 вечерних, начиная с «Капитанской дочки», «Барышня-крестьянка», это «Без паники сеньоры», это «Тетки», это «Очи черные», это «Два берега одной победы». Ну, включая еще детские, это «Бременские музыканты» и «Приключения Буратино», были восприняты, ну, очень радушно, тепло. Очень много отзывов, откликов. Самое приятное то, что когда Магадан сам по себе небольшой, да, но тем не менее это порядка 100 тысяч населения, и когда ты в городе идешь, тебя встречают, с тобой здороваются и благодарят за те спектакли, которые увидели, ну, по-моему, это все-таки уже какой-то показатель. Вот. Если брать в целом, конечно же, мы очень давно хотели приехать в Магадан. В свое время, это ни много ни мало прошлый век, фактически мы прервали перерыв в 31 год. Вот. Тогда еще у нас как-то получалось довольно-таки часто ездить в Магадан, но все-таки два края, и хотелось бы, конечно, как-то вот все-таки соседи, они должны общаться. Вот мы все-таки прервали этот перерыв, и я думаю, что не зря съездили, себя показали. Мы нисколько не, скажем так, ну, мы не ошиблись, что поехали. И это приятно, конечно. Театр по итогам прошлого года, Русский драматический театр, стал одним из самых посещаемых театров. Откройте секрет, как сделать, чтобы зритель шел. Знаете, я думаю, что все-таки залог успеха – это коллектив в первую очередь. Потому что если все с любовью относятся к своему делу, к работе, стараются максимально качественно отработать в том или ином спектакле, если применительно к нашему театру, да, то, конечно, я думаю, из этого вот и складывается. Это как пазлы в картине, все составляющие вот одной какой-то картины, да, одного рисунка. И так же, как и в любом механизме, да, если что-то вот где-то что-то не дорабатывает, все уже часы, к примеру, они начинают там замедляться или там заикаться, стрелка не крутится или еще. То же самое и в театре, абсолютно, как бы, это единый коллектив. Если есть интерес в работе, есть сплоченность, есть диалог между собой, тогда, конечно же, проще достигнуть хорошего результата в новых постановках, содержать репертуарные спектакли, которые уже не единожды идут и смотрят, зрители приходят. Опять же, и по новой приходят. Есть спектакли, где одни и те же зрители ходят по нескольку раз. Это тоже о многом говорит. Да? Я понимаю, когда есть два состава, там, то есть посмотреть один состав, потом другой. Да. Да. А когда идут на одних и тех же, да еще по нескольку раз, и спектакли есть, которые у нас даже не один десяток лет идут уже, то есть и такое есть. Ну, наверное, все-таки это много о чем говорит. И, конечно же, прежде всего, я думаю, надо
правильно и качественно делать, выполнять свою работу. Вот и все. Ну, что касается репертуара, в одном из недавних интервью писатель и драматург Владимир Федоров рассказал, что в театре будет поставлен новый спектакль по его пьесе, и что это даже в какой-то мере продолжение еще одного вашего спектакля. Расскажите об этом проекте. Ну, все верно. Мы должны будем, ну, на самом деле уже приступили, и Владимир Николаевич сейчас работает над материалом. Не так давно у нас, до отъезда, кстати, на гастроли в Магадан, состоялась встреча Андрея Исаевича Борисова, Владимира Николаевича Федорова, меня, где мы как раз вот и проговорили, то есть сроки, самое главное уже конечный результат, когда должен получиться. Фактически мы должны 24 апреля показать уже примерный спектакль. Рабочее название его это «Аэродром». Разговор будет о Дальстрое. Это ну, фактически ГУЛАГ, то есть строительство запасного аэродрома Алсиба, опять же. Поэтому вот здесь есть какая-то параллель, как бы продолжение этой темы. Алсиба, который у нас повествуется именно в «Два берега одной победы». Должно получиться довольно-таки интересно, потому что, опять же, весь спектакль будет как бы сделан именно по реальным событиям. И есть действительно очень много материала, который хотелось бы вот наполнить как бы этот спектакль. Но постараемся сделать интересно. Опять же, мы хотим показать своего рода изнанку победы Великой Отечественной войны. И, естественно, этот спектакль будет посвящен 75-летию победы Великой Отечественной. Ну вот, продолжая разговор об этом спектакле «Два берега одной победы», правда ли, что он может быть сыгран и на Аляске? Ну, посмотрим. Все может быть. Да, в Анкоридж нас зовут, очень хотели бы увидеть этот спектакль, тем более есть возможность показать его не где-нибудь, а в музее авиации на реальной Кобре. Нам идут навстречу русская диаспора, которая находится на Аляске, в данном случае в Анкоридже. Они готовы помочь нам в приезде. Конечно же, одной диаспоры не обойдется, нужна будет помощь финансовая. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что вполне может так получиться, то, что осенью следующего года «Два берега» окажутся и на Аляске. Почему нет? Знаете, еще у нас как-то так получается, вот мы сейчас фактически совершаем поездки в те города, где так или иначе они связаны со святителем Иннокентием Вениаминовым. Я не знаю, почему так происходит, но тем не менее, вот даже вот в Магадан мы выходим, и стоит на центральной площади памятник святителю Иннокентию. Да? В Благовещенске тоже буквально через дорогу от театра памятник святителю Иннокентию. Сами мы тоже находимся в Якутске. Я не знаю, и он, опять же, святитель Аляски был. Поэтому все, как говорится, дороги ведут на Аляску. Вполне возможно, то, что звезды так сойдутся и побываем на Аляске. Ну, по крайней мере, нам хотелось бы показать. И нам интересно именно, какая будет реакция вот как раз По ту сторону океана. того берега, да. Потому что мы постарались все-таки правдиво сделать и показать свою историю. Да, она где-то очень, ну, где-то простая, может быть. Но, может быть, она этой вот простотой и берет всех тех зрителей, где мы ее показали, эту историю. В этом году отгремела очень серьезная дата, 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Как ваш театр отметил эту знаменательную дату? Ну, постоянно мы проводим мероприятия на фронтоне театра, то есть перед театром, театральная площадь, она всегда у нас многолюдна в этот день. Какие-то конкурсы, в данном случае в этот раз у нас были конкурсы двойников Александра Сергеевича Пушкина. Мало того, мы впервые сделали, скажем так, совместно с СФУ, приняли участие у нас студенты, причем иностранцы иностранного факультета. Вот. И, вы знаете, получилось, и как раз они вот показывали сценки из произведения Александра Сергеевича Пушкина. Это, по-моему, было очень даже интересно. Ну, нам, по крайней мере, даже самим, и все, кто принимал участие, и все, кто смотрели, конечно же, они отметили то, что ну, что-то новое появилось как-то. Ну, потом все-таки 220 лет хотелось как-то все-таки интересно все это подать. Но это с чего мы начали. Естественно, было действие определенное, посвященное 220-летию поэта. Но самое главное, все-таки я считаю, что у нас состоялась премьера
У нас репертуар дополнился спектаклем «Барышня-крестьянка», который сейчас идет большим успехом и пользуется зрительской симпатией, довольно-таки интересно. Интерес у нее появился. Я думаю, этот спектакль только будет набирать. Ну, что говорить о премьерах? Все-таки 129-й сезон стартовал. Что ждать зрителю в этом сезоне? И особо хотелось бы уделить внимание юному зрителю. Какие детские спектакли будут представлены в этом сезоне? Безусловно, конечно же, будут новые работы. Вот выше я уже рассказал то, что после Нового года у нас будет очень плотная и серьезная работа. Это именно вот по спектаклю, по рабочее название «Аэродром». Это «Низовья Колымы», это «Дальстрой». Это то, что будет 24 апреля. А до этого, до Нового года мы постараемся еще сделать, как минимум, вот сейчас уже принимаемся за работу. Сегодня с утра вот прилетел уже режиссер-постановщик Денис Малютин. И буквально я вот от вас сразу же бегу. У нас состоится встреча с коллективом, конкретно с труппой театра. И уже, я думаю, после обеда к вечеру будет распределение как раз по этой работе. А спектакль мы берем, это «Комедия положений». Автор, который уже известен и нашему зрителю, да и далеко за пределами, это Рэй Куни, «Особо влюбленный таксист». Я думаю, довольно-таки неплохая история может появиться у нас к Новому году. Премьера состоится чуть раньше, но потом фактически серьезная эксплуатация этого спектакля, она будет именно в новогодний период. А премьера у нас назначена на 15, 16, 17 ноября. Да, это более-менее современная история. Не хочу открывать всех рамок, потому что если начинаешь пересказывать, там уже, будет интересно. Лучше один раз увидеть. Да, это как и всех спектаклей. Пока не увидишь, не поймешь. Много разговоров, пока вот сам воочию не сядешь, так вот не отключишься и полностью не сольешься, как говорится, вот с тем, что происходит на сцене. Никакого оценки, никакого вывода не сделаешь. Вот, это то, что касается вечернего, да. А то, что касается детей, сразу же, буквально вот после премьеры «История о таксисте», у нас начнется работа по спектаклю «Волшебник изумрудного города». Здесь полностью питерская команда во главе с Людмилой Петрович. И мы должны будем буквально 19 ноября уже приступить к работе. И 25 декабря фактически должна уже быть премьера спектакля. Надеюсь, что так все и будет, все сложится. И в завершении беседы такой вопрос. Буквально накануне стало известно о назначении руководителем театра оперы и балета. И впервые это произошло после проведения определенного, довольно-таки продолжительного и сложного конкурса. Да. Как вы относитесь к такому новшеству? На ваш взгляд, человек, выигравший этот конкурс, сможет ли действительно занять достойное место в театре и вывести театр на какие-то новые высоты? Знаете, здесь очень много аспектов, которые сразу же так или иначе будут включаться. Да? Это все-таки, с одной стороны, варяг, да? Все-таки есть какая-то наработка, есть видение, что бы хотелось чего-то достичь, да, то есть как-то что-то, конечно, хочу пожелать ему победы во всех начинаниях и, самое главное, помощи со стороны коллектива, потому что все-таки это довольно-таки серьезный театр, это несколько коллективов в одном, это и солисты, это и хор, это и балет, это и оркестр, да, то есть, конечно же, нужно 7 пядей во лбу иметь, чтобы суметь управлять таким коллективом огромным. Я думаю, что если есть заряд, если есть помощь со стороны как коллектива, так и, я думаю, руководства республики, да, потому что все равно она понадобится. Я думаю, что есть все шансы на то, чтобы именно наш театр оперы и балета все-таки засиял по-новому, какими-то гранями. Потому что, опять же, грани, да, если помним зал, то как раз там все у нас в бриллиантах, стекле. Все-таки действительно это своего рода бриллиант республики. Я только хочу пожелать всего хорошего. А я хочу пожелать вам и вашему театру небывалых успехов и аншлагов. Александр Александрович, благодарю вас за беседу. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» в МНО театре. Мы говорили сегодня с нашим гостем. Это директор, художественный руководитель Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина Александр Лобанов. До встречи в эфире.